Башкортостан находится в числе лидеров по развитию промышленной инфраструктуры среди регионов России. На сегодняшний день в регионе работает 12 индустриальных парков и 19 тематических. Также создано 9 промышленных кластеров. По этому показателю республика занимает первое место в стране. С перспективами развития легкой промышленности в городе Ишимбае познакомилась Полина Затолокина. Взяла носок, проверяю. Проверяю вот мыски, пяточки, чтобы не было дырочек, чтобы рисунок был на месте. За одну смену Розалия Каримова может проверить до 80 таких носков. Она трудится вязальщицей уже более 30 лет. Получив специальное образование, Розалия устроилась работать на предприятие в Ишимбае. Несмотря на технологическое оснащение, ручной труд здесь также необходим. И ручная, и ходим, и заправки вот у нас. Очень много заявок по разным цветам вот заправляем. Кому-то желтый, кому-то вот, видите, разные цвета носков. Спецзаказы. Это лишь первый этап производства. Дефицита сырья не наблюдается. Его импортируют из Китая и Узбекистана. Предприятие хорошо оснащено технически, что позволяет выполнять заказы всего за день. Дальше изделия поступают в красильно-выпускной цех, где уже происходит отделочная обработка изделий, то есть чулочно-носочных. Если нужно крошение, значит происходит процесс крошения, потом формировки и упаковки, уже подбор пары и упаковки изделий на склад. Фабрика старейшая, но мы стараемся идти в ногу со временем, выпускаем разные модели, как для взрослого населения, так и для детей. Есть у нас прямо современные детские линейки, называется «Малыш». Легкая промышленность в Башкортостане развивается и благодаря Ишимбайскому текстильному заводу. Предприятию предстоит завершение капитального ремонта и обновление швейного оборудования. Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен. Фабрика выпускает большое количество бельевых изделий, верхних трикотажных изделий для всех возрастных групп, ясельное, детское, женское, мужское, в широкой цветовой гамме и в полной шкале размеров, в соответствии с требованиями покупателей. С начала года здесь произведено 139 тысяч товарных единиц на сумму почти 37 миллионов рублей. 50% продукции предназначена для Башкортостана. Остальная часть поставляется в другие регионы страны. В летний сезон ассортимент активно пополняется школьными товарами. На фабрике шьют белые блузки и брюки. Планируют выпускать платья и жилетки. Выполняют и спецзаказы. Например, вот такие футболки для школьников из Кумертау. Вопросы развития промышленности почти ежедневно поднимаются Радием Хабировым. Это не только промчасы и заседания коллегий, а комплексный подход. Система вновь признана лучшей на федеральном уровне. Башкортостан вернул себе первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России за 2023 год. Мы сильны нашей развитой промышленной инфраструктуры. В республике действует 12 индустриальных и 19 технопарков. Если не ошибаюсь, Александр Николаевич, это пятые, да, мы по стране. У нас создано 9 промышленных кластеров, по этому показателю мы первые в России. Продолжается работа по развитию межрегиональной кооперации. И с нашими коллегами из Иркутска, Оренбургской области, Тульской, Рязанской, Карелии, Северной Осетии, Алании, Дагестана, Мордовии. Вот мы сегодня обсуждали с министром нашим коллегой Челябинской области, тоже будем вместе двигаться вперед. Предприятия республики хорошо оснащены и технически. Особенно выделяется оборудование на фабрике «За спорт». Здесь есть как автоматические, так и лазерные раскройные комплексы. На последних можно обрабатывать любой материал, в том числе дерево и металл. Все начинается с разработки вообще техдокументации на изделие. Она проходит определенные согласования, этапы у заказчиков, конструкторов, дизайнеров, технологов. И дальше это уже идет на отшив, создаются пробные опытные образцы. Они проверяются, согласовываются. Если все нормально, создается, соответственно, техническая документация. И дальше изделие выходит уже на производство, на потоковую сборку. Заказов поступает много, как из России, так и из-за рубежа. Компания активно расширяет штат и проводит набор сотрудников. Соискателям предлагают достойный заработок, возможность работ вахтовым методом и специальное обучение в центрах занятости. Полина Затолокина, Булат Садриев. Новости. Ишимбай.